Преодолеть рукоходы, навесную переправу, проползти по канату – настоящая полоса препятствий, которую каждый из участников должен преодолеть за рекордно короткий промежуток времени. И тут волнение и даже страх сорваться уступает мысли быстрее добежать до финиша. Наравне с парнями свою выносливость показывают и девушки. В числе первых и Хава Матиева из 7-й псидахской школы. Выиграв муниципальный этап, ее команда приехала за победой. Правда, препятствия оказались не из простых. Основная трудность – это надо иметь хорошую дыхалку, чтобы пройти все препятствия. А самое трудное – это навесная, где нужно руками, ногами длинную веревку пройти. Вот у тебя какой результат? У меня 3:43. Полоса препятствий нелегкая, конечно, но при должной подготовке можно проходить довольно достаточно хорошо. Различные препятствия проходить довольно интересно. И выносливость тоже можно развивать, как физическая. За звание лучшей соревнуются команды из 3 школ, в каждой по 8 участников. И как в любом состязании, здесь тоже свои правила. За нарушение добавляются штрафные секунды. За ходом конкурсов тщательно следят судьи. Нарушение может быть потеря самостраховки, то есть неправильно пристегнулись, отстегнулись там, где не положено. Это на параллельных перилах может быть. Срыв оценивается, то есть касание с веревок сорвался, коснулся земли, это тоже штрафуется. При переправе, допустим, на гате, они по жердям переходят, соответственно, срыв с жерди, касание земли также штрафуется. Второй этап соревнований «Юный пожарный». Здесь школьники должны пройти 2 задания: подготовиться к боевому развертыванию, на скорость подсоединить, а затем раскатать и скатать пожарные рукава и примерить экипировку пожарного. Чтобы полностью одеть форму, профессионалу нужно не меньше 20 секунд, с чем справился 10-классник Магомед Хасбулатов. После того, как одеваешь этот костюм, бывает такое ощущение, что ты способен зайти и в огонь, и в воду, тушить пожары. Здесь ребята это выполняют за 15-16 секунд. Именно в этом году более масштабно это все происходит, и ребята более подготовленные, тем более сегодня у нас выступают прошлогодние чемпионы. Приятно с ними вообще работать и наблюдать за ними. Некоторых мы смотрим даже с точки зрения того, чтобы потом их как-то пригласить к этому делу, приобщить. Республиканские соревнования «Школа безопасности» проходят в регионе уже 15-й год подряд. Организаторы в лице Минобррегиона совместно с Центром «Молодой патриот» и региональным управлением МЧС ставят задачу научить ребят на таких мероприятиях грамотно реагировать в любых чрезвычайных ситуациях. Это популяризация, с профессии спасатель. Они получат определенные, однозначно знания получат, пользу физической, они будут заняты. Это физическая подготовка, много-много всего это включает в себя. Итоги соревнований подведут чуть позже. Победители республиканского этапа летом будут представлять республику на межрегиональных состязаниях, которые пройдут в Карачаево-Черкесии. Дана Плиева, Султан Булгучев, Новости 24.